О том, какие национальные проекты будут реализованы в Якутии до 2024 года, каких сфер жизни якутян они коснутся и сколько для этого потребуется средств. Об этом и не только мы сегодня будем говорить с гостем студии, председателем правительства республики Владимиром Солодовым. Владимир Викторович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Вот какова главная цель национальных проектов республики и какие, пожалуй, ключевые сферы жизни якутян они затронут? Здравствуйте. Действительно, в мае 2018 года на уровне Российской Федерации президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был утвержден указ 204, в котором определены 12 основных ключевых направлений развития страны на следующие 6 лет, до 2024 года. Они охватывают практически все сферы, начиная от демографии, образования, здравоохранения и заканчивая строительством новых дорог, жилья, повышением качества жизни, развитием экологии и научно-технического прогрессе, конечно. Эти 12 направлений разбиты потом на 78 проектов. Каждое министерство ведет федеральный целый ряд таких проектов, и затем регионы все участвуют в их реализации, отражают их достижения поставленных в них целей на уровне регионов. Мы участвуем во всех 12 национальных проектах, по ним разработано 52 региональных проекта наших республиканских. Каждый из них отвечает наш республиканский министр или замминистра, сформированы проектные офисы, и сейчас интенсивно ведется работа по подтверждению лимитов финансирования и выстраиванию мероприятий на следующие годы. Вот как раз как выстраивается работа по реализации этих проектов и какие средства предусматриваются для их выполнения? Изначально нужно понимать, что работа по национальным проектам и национальной программе – это новая идеология государственного управления, построенная на достижение конкретного результата, а не просто на выполнение определенных государственных функций. И поэтому сейчас происходит в масштабах всей страны перестройка вот этой системы госуправления. Лично президент и премьер-министр страны Владимир Путин и Дмитрий Медведев проводят регулярно заседания проектного офиса. У нас в республике также мы интенсивно работу проводим. Раз в месяц все органы власти собирает глава республики Александр Сергеевич Николаев для того, чтобы задать основные векторы и свериться по тому, как идет работа. Под моим руководством создан постоянно действующий проектный офис, в который входят все руководители соответствующих проектов. В общей сложности достаточно серьезное финансирование предусмотрено. Из того, что уже подтверждено на трехлетку, вы знаете, что у нас бюджет принимается на следующий год, 2019 год и 2020-2021, так вот только на этот период на реализацию национальных проектов предусмотрено 18 миллиардов рублей. Суммы достаточно серьезные, например, по направлению ветхое аварийное жилье, расселение граждан, один из важнейших вопросов, который перед республикой стоит, на 6 лет до 2024 года предусмотрено 60 миллиардов рублей. Мы самый крупный получатель федеральных средств по этому направлению. Но главное даже не в объеме средств, а в том, чтобы выстроить работу так, чтобы каждый рубль из выделенных денег, как федеральных, так и республиканских, шел на достижение целей, поставленных президентом и главой республики. Высокий уровень бедности, пожалуй, это еще одна из главных проблем нашей республики. И вот как реализация национальных проектов может помочь в решении этой проблемы? Я абсолютно с вами согласен и считаю, что бедность – это та задача, которая сейчас стоит в первоочередном порядке перед нами. В 2018 году мы показали достаточно серьезные экономические успехи, подтвердили статус первой экономики Дальнего Востока. Валовый региональный продукт республики превысил 1 триллион рублей. По ряду отраслей мы установили рекорды по добыче золота, нефти, ряду других. Но одновременно мы пока, к сожалению, не видим серьезного сокращения уровня бедности. Он является одним из самых больших в стране и превышает 20%. Президентом страны поставлена задача сократить его в 2 раза к 2024 году. То есть в 2024 году у нас должно быть не более 10% семей ниже черты бедности. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, где сейчас каждый 4-й житель села находится в зоне бедности, то есть не имеет достаточных средств для нормального, достойного существования. Если возвращаться к тому, как национальные проекты дадут ответ на этот вопрос, то я бы коснулся того, что много семей, проживающих за чертой бедности, это семьи с детьми. А целый ряд направлений нацпроектов направленных именно на это. В рамках проекта по образованию мы планируем решить вопрос с доступностью дошкольного образования и для детей от 1,5 до 3 лет. 100% детей до 3 лет смогут иметь возможность
ходить в детские садики уже к 2021 году. Другое направление – это демография. Мы будем осуществлять и наращивать меры поддержки для семей с детьми. Существенные выплаты будут приходиться на первого, на второго, на третьего ребенка. Так, уже в 2019 году 4004 семей получат единовременную выплату на рождение первого ребенка и примерно такое же количество на второго и третьего. Серьезные средства на это также будут направлены. Мы уверены, что это позволит нам начать решать задачу сокращения бедности и двигаться к тому целевому индикатору, который перед нами поставлен. Владимир Викторович, а можно ли говорить о том, что нацпроект повысит транспортную доступность для населения? Ну, совершенно верно. Транспортная доступность также волнует граждан нашей республики и всех в нашей стране. В рамках национальных проектов специальный проект «Безопасные и качественные дороги» утвержден. В рамках него до 2024 года у нас в республике будет построено и реконструировано порядка 1200 километров дорог. Работа эта начнется уже в следующем году. Она разбита на две части: дороги нашей главной агломерации, города Якутска, и дороги региональные, которые связывают населенные пункты нашей республики. В общей сложности на эти цели планируется направить почти 35 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета. Ну и могу сказать, что в 2019 году уже сейчас объявлены конкурсы на строительство и реконструкцию. 38 дорог будет построено, и еще 110 дорог будет реконструировано уже в первом 2019 году. В последующие годы будем наращивать эти показатели, и на самом деле такого строительства не было уже много лет, и мы уверены, что это будет способствовать повышению транспортной доступности. Что касается авиабилетов, то, что вот уже озвучивали вы, действительно в рамках нацпроектов прямого ответа на этот вопрос нет, но мы сейчас работаем над текстом национальной программы, которая должна учесть специфику Дальнего Востока. И в ней, безусловно, меры направлены на расширение доступности льготных перелетов, на снижение стоимости авиабилетов будут предусмотрены. А будет ли общественный контроль над реализацией нацпроектов? Для нас изначально приоритетом является максимальное вовлечение всех заинтересованных сторон. Вот, возвращаясь к национальной программе, мы первым из регионов дальневосточных еще в ноябре запустили открытый сбор предложений по тому, какие вопросы больше всего волнуют наших граждан, что необходимо учесть при разработке национальной программы по поручению президента. Сейчас мы в рамках отчета правительства, который стартует буквально со следующей недели, будем доводить до граждан каждого из населенных пунктов нашей республики, что именно будет делаться по национальным проектам, но также и собирать предложения, что наши граждане считают необходимым поправить и на что обратить внимание. Кроме того, вся информация, она доступна в сети интернет, и мы ведем сбор предложений и замечаний. Активно участвуют депутаты Илтумен, традиционно рассматривают, и они включены в рабочие группы по реализации национальных проектов. Также мы выстраиваем отношения с общественной палатой, с нашими общественниками, которые также глубоко погружены в эти вопросы. Буквально 10 дней назад мы с заместителем генерального секретаря Общественной палаты Российской Федерации здесь, в Якутске, встречались со всеми общественниками, подробно обсуждали, какие задачи перед нами стоят и в каких форматах наши общественники могут в них участвовать. Владимир Викторович, вот с недавних пор вы стали известны якутянам как активный пользователь сети Instagram. А ждать ли нам, пользователям, подробностей о ходе реализации нацпроектов? Ну, действительно, поскольку считаю, что открытость правительства – это важный фактор эффективной работы наших всех. Мы знаем, что 2019 год объявлен годом консолидации главой республики, и чтобы реализовать на деле те задачи, которые главой республики перед нами поставлены, я считаю, что нам всем нужно становиться более открытыми и понятными. Я решил начать с себя. Действительно активно сейчас веду Инстаграм, отвечаю на вопросы. Более 100 вопросов сейчас уже ко мне поступило в разных форматах.
Честно признаюсь и извинюсь, что не всегда в тот же день там, или через день удается отвечать в силу достаточно сложного графика, но стараюсь уделять этому время. И я по итогам 2018 года основные вопросы, касающиеся как раз нацпроектов, попробовал осветить в Инстаграме, в моем профиле. Ну и сейчас планирую, конечно, что, во-первых, не только по нацпроектам, но вообще по всем вопросам, которые граждан волнуют, я буду отвечать и уделять личное внимание этим вопросам. Но и, конечно, уверен, что национальные проекты займут достойное место в этих вопросах. Потому что я хотел вернуться к началу самого нашего разговора, что по сути национальные проекты – это и есть наша деятельность. 12 национальных проектов охватывают все основные проблемы, которые стоят перед нами. Нет ни одной содержательной, значимой темы, которая осталась в стороне. Поэтому это скорее способ достижения целей, а не выбор каких-то из них. Все ключевые задачи, которые должны сделать жизнь наших граждан достойной, прекратить миграционный отток, способствовать тому, чтобы увеличилось наше население, чтобы росла экономика, чтобы происходил научно-технический прогресс. Все эти задачи в национальных проектах отражены, и для нас, как правительства, это, по сути, такая новая структура нашей работы, нацеленная на результат, нацеленная на то, чтобы делать жизнь каждого гражданина республики лучше. Владимир Викторович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Беседа получилась действительно интересно. Я напоминаю, в нашей студии был председатель правительства республики Владимир Солодов. Говорили мы о национальных проектах Якутии.